завершается наш баркент, который называется... Как называется наш баркент? Вавилонский консенсус. Вавилонский консенсус. И у меня очень двойственное отношение к этому названию. С одной стороны, проблема преодоления разобщенности не только вечная, но и суперактуальная. Уж чего-чего, а разобщенности сегодня хватает. И в международных отношениях, и в пределах каждой нации, и в межидеологических, межполитических проблемах. Вот вас учат 2 дня подряд диалогу, но какой диалог при взаимном недоверии? А Россия, если рассматривать социологические сравнительные исследования, ну, по крайней мере, скажем, европейское социальное исследование, в котором было 27 стран, занимает одно из последних мест по уровню недоверия. На первой лекции Андрей Юров рассказывал о том, что недоверие – это символ нашей эпохи, но есть недоверие и недоверие. Одно дело недоверие у нас, почти тотальное, когда больше половины населения не верит окружающим, даже ближайшим друзьям. А другое дело недоверие, скажем, Норвегии, которое существенно меньше. Но тем не менее существует это самое недоверие, поэтому вопрос о том, как преодолевать это недоверие, как преодолевать хаос, разобщенность, это проблема. С другой стороны, а при чем здесь Вавилон? Понимаете, просто заменить слово «вавилонская блудница» на «вавилонскую добродетельницу» или сказать, что Содом и Гоморра – города образцового быта, но это же типичный оксюморон, как сказать, гуманный людоед, бескорыстный казнократ и так далее. Но самое печальное, что вот в такой перелицовке пропадает глубочайший смысл, который был вложен в эту идею вавилонского столпотворения. 3000 лет существует эта идея, и за это время величайшие философы и мыслители к ней обращались как к проблеме того, что гордыня, не гордость, гордость чувство хорошее, а гордыня, то есть пренебрежение ко всяким нормам, к законам, к правилам, к объективной истине, вот она приводит непременно к хаосу. И я думаю, что наше время, современный кризис, общий современный кризис во многом является следствием вот этого пренебрежения к неким объективным истинам. И, строго говоря, вся моя лекция посвящена тому, как идея нации была объектом вот этого вот этих самых спекуляций, этого пренебрежения неким законом и нормам. У меня есть некая преамбула такая, я знаю, здесь много квалифицированных людей, здесь есть мой студент, я вот его вижу, здесь есть студенты-политологи из вышки. Они много из того, что я буду рассказывать, ну, из фактуры могли знать, поэтому я прошу прощения у них, если вдруг я что-то скажу лишнее или какая-то информация будет казаться вам излишней. Но, тем не менее, из песни слов не выбросишь, и сейчас я уже не смогу просто так отказаться от каких-то домашних заготовок. Так вот, идея нации, современной нации, появившаяся после Великой Французской революции, очень долго пробивала себе путь в Европе и в мире. С трудом находила своих сторонников. В России, например, представление о нации в ее новом варианте, как идея народного суверенитета, не монарх, не вождь, а народ-национ является источником источником власти, и это и есть суть идеи гражданской нации и, в общем-то, гражданского национализма, если хотите. Так вот, в России она появилась практически сразу же после Франции, что неудивительно, учитывая, что наша элита говорила на том же языке. И декабристы, и царь Александр, даже еще будучи наследником, употребляли это слово исключительно в гражданском смысле. Александр говорил, что когда придет к власти, он дарует России конституцию и позволит нации собрать свое представительство. Но грянул 25-й год,
декабристское восстание, а после него 30-31 польское восстание, которое шло под идеей независимой нации, и вопрос о том, чтобы собрать нацию и дать ему представительство, отпал сам собой. И появилась первый раз в истории, а сейчас она повторяется постоянно, подделки и подлоги, подмены. Не надо изменять Конституцию, можно ее выхолостить, заменив некие положения. Вот так примерно произошло, например, в России. Никто не отменял слово «нация», она существовала, нация в ее гражданском смысле, существовала еще век спустя того, как ее употреблял тот же Александр I, но стали производиться замены, и граф Уваров предложил заменить ее на народность. Православие, самодержавие, народность. При этом в этой триаде только народность новая, потому что за веру царя и отечества воевали и за 100 лет до Уварова. То есть вот появилась вот эта самая народность, идея, при которой отец, царь как монарх, как отец, он вам без вас, без всяких там народных самоопределений, знает, что народу лучше, и он позаботится о нем прекрасно. А в 60-е годы 19 века, уже при царе Александре II, следующий придворный, граф Валуев, предложил заменить это крамольное слово «нация», точнее, выводить его не из «национ» – народ, а из «националите». Фольклор, этническая идея. Появилась этническая трактовка нации, которая стала впоследствии доминирующим. В России сложился имперский национализм. С одной стороны, идея империи, идея монарха, идея авторитарного правления, с другой стороны, значит, некий русский народный, православный, точнее даже, дух. Примерно то же самое происходило в Германии. И там появилась идея нации примерно в те же годы. Но, во-первых, она пришла из враждебной Франции. Во-вторых, два понятия боролись с этой нацией весьма успешно. С одной стороны, это этническая трактовка нации. Немцы не имели государства, но осознавали себя как единым сообществом. При этом идея некой своей избранности развивалась и достигла во времена Третьего рейха величайших, кстати, пределов. Это уже была расовая трактовка нации. А с другой стороны, идея райха. Известный драматург Фридрих Дюрренмат писал об этом. Немцы так долго не имели нации, немцы так долго не имели государства, что идея рейха стала мифом, священным мифом на долгие времена. И если бы не крах Третьего рейха, то, может быть, и сегодня Германия бы пребывала в этом состоянии, но произошел этот самый крах. И сегодня это один из центров либерализма и либеральной идеи нации. В Италии в середине, в конце уже, в последней трети 19 века впервые появилось государство, но лидеры Ресенджимента, объединения, Д'Азелла, Кавур, Гарибальди говорили: теперь у нас есть государство, осталось делать итальянцев. И действительно прошло более 100 лет, пока и Италия, итальянцы стали осознавать себя единой целостностью единой гражданской нации. Во Франции, на родине гражданской идеи нации, историки говорят о том, что еще в конце 19 века крестьянская Франция не входила в республиканскую нацию. Это были разрозненные локальные сообщества, осознававшие себя частями этих своих провансов и других территорий, и вовсе не частью единого французского сообщества. Какого сообщества? Прежде всего гражданского. Вот такого сообщества, какое я вчера видел в команде Германии, в которой в качестве граждан Германии выступал Ганец Буатен, выступал испанец Марио Гомес, выступал Туро Казил. Вот это и есть вот тот образец гражданской нации, который сложился и к середине 20 века стал нормативным. В это время
В это время было определено, что нация, это сказал Дан Патрасту, нация является единственным предварительным условием демократии. Почему единственным? Потому что если нет субъекта народовластия, осознающего себя и свои права, осознающего, что он, а не фюрер, не вождь, не герой, является источником власти, то никакой демократии быть не может. До этого сознания невозможно, при всех выборах, при всех процедурах никакая демократия не наступает. Мишель Фуко в это же время сформулировал различие между населением и обществом. Он говорил о том, что население может иметь гражданские права, может иметь сертификат о том, что они граждане одного государства, но они не общество, потому что они всего лишь ресурс государства. Трудовой ресурс, демографический ресурс, но они не формируют национальной идеи, национального интереса. Вот сейчас это не в национальных интересах России, это не в национальных интересах Румынии, говорит элита. А вопрос о том, что гражданская нация предполагает, что именно народ и формирует, и задает эти самые национальные интересы. Казалось бы, благостная судьба. Через 100 лет после провозглашения идеи она охватила огромную часть мира, стала популярной, стала доминирующей. Она получила и новое название. В это время гражданскую идею нации стали называть либеральной нацией, в отличие от этнической нации. И вот это вот было противопоставление: либеральная трактовка нации и этно-нации. Но ветры меняются, вот как у нас тут было солнце, стала гроза, и изменилась интеллектуальная мода. В 70-е годы стало временем господства постмодернизма, который пришел, в общем-то, на разумных основах критики прямолинейной модернизации, как и движение все выше и выше, в рай или там в какое-то заоблачно счастливые места, и критика этой прямолинейности, конечно, была необходима. Но начав с критики, они критикой закончили. Постмодернизм отказался от всех основ объективной мысли. Все конвенционально, обо всем можно договориться. Какой прогресс? Никакого прогресса не существует, существует движение туда-сюда, абстрактно. Есть проблема, как они решаются, это не наше дело. Нет нарративов, нет метанарративов. Какие такие идеи? Демократия, свобода, либерализм, нация. Ничего этого нет, никому это не нужно. Занимайтесь своими конкретными делами и так далее. Но если вы отказываетесь от формирования позитивной программы, позитивных метанарративов, их сделает ИГИЛ, их сформирует левый и правый популизм. И сегодня мы видим, что спрос на нарративы существует, а ответа на него нет. Ответа позитивного нет. И это может быть главный вывод из всего, что я хочу сказать. Мы освободили, просвещение освободило площадку для мракобесия в разных формах. И история идеи нации — это и есть история освобождения места для мракобесия в условиях, когда просвещение перестало выполнять свои функции. Помимо моды было несколько других элементов, которые привели к критике идеи нации. Жалко, что здесь нет представителя Фионда Бёля, она бы продемонстрировала это, какие-то представления, новые современные представления о нации, с которыми я категорически не согласен. Но первое — это этическая идея. Этическая критика нации по поводу того, что а зачем нам быть приверженцем какой-то отдельной, локальной сообщества? Мы можем быть приверженцы космополитизму, ценностям всего мира. Должен вам сказать, что космополитизм был ложной идеей с самого начала, со времен Диогена, который критиковал, значит, не свободу, но тем самым оставлял место для тирании. Диоген в значительной мере был одним из предвестником того, что закончились демократии Эллады и авторитарная тирания Спарты охватила всю Элладу. И впоследствии вот эта благая идея всегда вела в ад.
такого рода блажные абстрактные идеи, всемирный халифат, всемирный коммунизм, всемирный космополис, одна из тех абстрактных идей, которые уводят от верных направлений, от путей решения множества проблем. Далее, политическая критика нации. Марксизм никогда не принимал нацию, потому что она противоречила идее интернационализма, но еще в большей мере она противоречила идее групповых классовых интересов, которые должны были выше интересов нации, интересов территории, интересов государства. Постепенно сложился и леволиберальный, так сказать, дискурс, критикующий нации, который говорил о том, что нация навязывает индивиду свои интересы, это коллективизм, который подавляет всякое индивидуальное развитие. Но жизнь показала нелепость многих положений. Многие теоретические альтернативы оказались выдуманными, потому что противоположность коллективизму гражданскому противоположностью является не индивидуализм вовсе, а он в одних странах, ну как у нас, заменяется культом вождя и культом сильного государства. А в других мультикультурализмом, который правильнее было бы назвать коммунитаризмом, то есть расколом общества на мелкие общины, которые навязывают архаичные нормы всему обществу. Все время происходит навязывание, кстати говоря. Когда кто-то говорит о том, что вот, мне не нужно просвещение, но просвещение — это навязывание. И не только потому, что я ставлю двойки, или, значит, каким-то другим образом стимулирую знания. Но если я верю в то, что я говорю, то я уже самой этой верой пытаюсь своим ученикам что-то предъявить. У них есть выбор. Вы хотите — слушайте, хотите — нет. Но, тем не менее, всякий лектор в известном смысле что-то навязывает. Но есть и социологическая критика нации. Они были связаны с тем, что нация устарела. Действительно, Эрнест Ренан 1,5 века назад в своей знаменитой публичной лекции сказал: нация — новое явление. Древность не знала нации. Почему? Потому что древность не знала граждан. Когда-то нация появилась, когда-то она и исчезнет. Но не таков наш век, говорил он, потому что в наше время нация — это единственное условие демократии. На мой взгляд, и наш век не таков. И наш век тоже требует некой институциональной рамки для демократии. И когда отказываются от идеи нации, то прежде всего страдает именно демократия. 3 фактора предъявляли социологические критики нации в качестве альтернативы. Они говорили, что в условиях глобальности какие-то там национальные государства, мир движется к сближению, вот Евросоюз, вот он станет единой европейской нацией и так далее. Эта идея проваливалась многократно. Вначале, когда попытались создать единую конституцию Европы, ее не приняли. А сегодня даже конфедерация, которая является Европейский Союз, показывает, что слишком рано списали идею нации. И дело даже не только в том, что сама по себе идея остается весьма привлекательной, а дело в том, что Европейский Союз хорош, когда совместно получает выгоду. А когда приходится сталкиваться с общими проблемами, то тогда действует принцип дружба. Дружба — это бочок рознь. И степень различий в интересах разных стран, входящих в единый Европейский Союз, довольно существенна. И Европейскому Союзу для того, чтобы сохраниться, я думаю, я уверен в том, что этот кризис будет благотворным, он обновит это сообщество, а не уничтожит его, придется изменять эти формы взаимоотношений, делать их более федералистскими или конфедералистскими, при которых будет максимизирована выгода от совместного действия и уменьшены проблемы, которые вытекают из различия интересов.
В рамках Европейского Союза существовала богатая Германия и существовала, скажем, Греция, которая при низкой производительности труда обеспечила своим гражданам самые высокие пенсии и самые высокие зарплаты. В рамках Европейского Союза у Франции был самый короткий рабочий день. Но это надо было оплачивать усилиями всего сообщества. Возникает множество других проблем, в том числе и проблема мигрантов и беженцев, которая, может быть, сегодня больнее всего обострила эти противоречия. Короче говоря, идея того, что нация будет съедена сверху через интеграцию, в ближайшие десятилетия не стоит. Другая была проблема, другой был источник представления о том, что конец этой идеи, он был связан с идеей Европа-региона. А зачем регионам нации? Мы дадим каждому из них такое количество прав и полномочий, при котором у них не будет никакой потребности в национальном государстве. Шотландия имеет и свой гимн, и свою конституцию, и свою систему налогов, и такое количество свобод, что хочет стать нацией. Оказывается, действует закон возвышения потребностей. И оказывается, это не просто моральный элемент, а это еще и техника безопасности. Вот в случае выхода Англии, Великобритании, прошу прощения, Объединенного Королевства из Европейского Союза, больше других пострадает фактически, скажем, Шотландия, пострадает Гибралтар и некоторые другие. И они не хотят быть подвержены опасностям из-за того, что вот они часть некого непредсказуемого политического сообщества. В этом смысле это не просто блажная идея, это еще, как я говорю, идея, которая опирается на какие-то объективные закономерности. И третья идея, которая должна была съесть идею нации, это, как я уже говорил, мультикультурализм. Пусть цветут 100 цветов, пусть развиваются разные культуры в пределах одного государства, но культурное разнообразие – вещь неизбежная. Хотите, не хотите, но как невозможно преодолеть гравитацию, как невозможно преодолеть движение воды сверху вниз, а не снизу вверх, так невозможно изменить сегодня направление миграционных потоков. Вы можете принять сверхжесткие законы, всякого рода запреты, но это одна из самых опасных утопий, которые существуют на сегодняшний день. Вместо легальной миграции вы получите неизмеримо более страшную нелегальную. Поэтому вопрос не стоит о том, как вообще отказаться от миграции, это нелепость. Вопрос о том, каким образом принять такую политику, при которой действительные проблемы. Мне не очень нравится, когда либеральные специалисты говорят о том, что вот только о том, что нужно помогать беженцам. Это все верно, и не нужно демонизировать, и я с этим абсолютно согласен. Но нельзя забывать о том, что это в нынешних условиях при отсутствии идеи гражданской интеграции является величайшей проблемой. Я уже говорил вчера, может быть, кто-нибудь слышал, когда я, подыгрывал, как бы так сказать, я не знаю, в этой кампании защитников беженцев, о том, что нет, я с ними вполне солидарен, это не было враньем. Но просто меня занимает другая часть этой проблемы, а именно та, что сегодня при отсутствии проблемы интеграции возникает масса новых проблем, которых раньше никто не предполагал. Прежде всего, это появление замкнутых анклавов. Скажем, в Бельгии, вот тот самый район, который стал центром европейского терроризма, он не возник исторически, это не был районом мусульман исходно. Его не создавало государство. Бедные, неустроенные люди, приезжающие из разных стран, преимущественно мусульманских, потому что было легче общаться, оседали в определенных районах. Эти районы, бедные районы, притягивали бедное население притягивало бедное обслуживание, бедную медицину, но что самое печальное, оно притягивало бедное образование.
А вот это бедное, плохое, некачественное образование на десятилетия лишало вот этих людей конкурентоспособности с остальным миром. В результате анклавы становились не просто этническими или религиозными, или культурными. Это были социальные болячки, в которых, естественно, концентрировались все виды значит, современных проблем. И криминальность, и терроризм, и различные дикие идеологические движения. Мы говорим, не надо навязывать новых норм, ни большинство не должно навязывать. Но навязывает меньшинство. В некоторых случаях весьма эффективно. Ну, например, есть две страны, Англия и Франция. Франция запретила ношение паранжи, не... Как называется этот хиджаб. Да, не хиджаба, потому что хиджаб, как платок, запретить, вообще-то говоря, практически невозможно. Вот паранжу, да, чадру, вот ее попытались запретить, и, в общем-то, достаточно эффективно оказалось. А в Англии, английское правительство посчитало, что оно не может вмешиваться в такие детали человеческой жизни, и, значит, там нет никакого запрета. Что происходит? А происходит то, что люди, приехавшие из Бангладеш, где никогда не носили чадру, стали ее носить там. То есть они освоили эту норму уже в новом месте. А освоение новых форм, значит, салафитского ислама происходит исключительно, в наибольшей мере, именно в европейских странах. В большей мере, чем, скажем, на Западе. Я вчера говорил о том, что Бельгия поставила в ИГИЛ в 100 раз больше своих представителей, чем Большой Египет. А почему? Начали смотреть, на что же такое сделало бельгийское правительство, чем оно так не угодило своему исламскому населению. В Брюсселе построили самую большую мечеть в Европе. В Брюсселе, прямо рядом с центром европейского сообщества, создали самый крупный, самый современный мусульманский центр. В Бельгии за счет государства каждый человек, каждый мусульманин может бесплатно получить исламское образование. С точки зрения обеспечения культурных особенностей сделано все. Но что было сделано с точки зрения обеспечения гражданского участия, обеспечения равных гражданских норм? Вот этого не происходило ни в Бельгии, ни в Германии. И мультикультурализм еще в большей мере отвлекал людей от того, что есть помимо этнической и религиозной культуры и другая культура. Культура гражданская, культура гражданского участия, культура гражданских норм. Каким образом прививается эта культура? Вот я долгое время изучал эту проблему на примере моих соотечественников, друзей и родственников в Германии. И это освоение не только законов, в том-то и дело, не только. Это освоение элементарных социальных норм. Вот мои знакомые, которые приехали на постоянное жительство в Германии, от своих соседей узнали, что, вы знаете, у нас до 6 часов вечера нельзя включать воду. Это будет людей, это создает шум. И после 12 у нас нельзя включать воду. Это неудобно вашим соседям. А и у нас есть график, по которому мы все убираем кусок улицы возле нашего дома. Вот метелка, чух-чух, надо это сделать. И, как они мне рассказывали, никакие программы, никакие государственные субсидии не давали им больше в освоении, но всего комплекса. Я привел только ничтожную часть того, что нужно знать человеку, живущему повседневно в некой среде, для того, чтобы вот существовать бесконфликтно. Но все это работает, когда работает общество. Но сегодня происходит дезинтеграция общества. Происходит дезинтеграция не только российского общества, уровень атомизации, который один из самых высоких, опять же, в мире сравнительно с другими. Происходит атомизация и других сообществ, и это убивает главный источник
значит, адаптации людей из другой культуры. Кроме того, страшнее всего получается с районами. Вот эти люди жили в районе, где большинство составляло местное население. А если они живут в замкнутых анклавах, кто их научит этим нормам? А если они живут в закрытых убежищах, интернатах, которые создаются исключительно для мигрантов или для беженцев, там возникают просто страшные проблемы с последующей адаптацией в обществе. Я мог бы приводить множество примеров. Или мультикультурализм предполагал спонсирование, государственное спонсирование различных культур за счет государства. Но культуру нельзя спонсировать. У культуры нет юридического и физического лица, у нее нет счета. Ей нельзя перевести деньги. Это абстракция. Спонсировать можно общину. А что такое община? Часто это произвольно, так сказать, появившиеся люди, назвавшие себя, там, я не знаю, главным аварцем Берлина или главным ганцем Дюссельдорфа. Значит, вот эти люди получали определенные воспомоществования, они приобретали необычайную силу. Очень часто они воспроизводили в подчиненном, полностью зависимое от него сообщество, совершенно патриархальные, дикие условия, которых не было уже на родине. Есть исследования, которые показывают, что, скажем, турки, которые были частью вот этих самых общин, существенно уступали немцам по всем показателям дальнейшего социального мобильности. В то время как турки, которым повезло быть, значит, включенными в немецкое общество, практически ничем не отличались от их коллег, их, так сказать, сограждан другой национальности и другой веры. То есть проблема заключена не в культуре, не в специфике этой этнической сообщности, а в тех условиях, в которых она помещена, которые либо стимулируют их интеграцию, либо не стимулируют. Почему в Европе произошли эти проблемы? Почему она так легко восприняла этот коммунитаризм? Ну, во-первых, потому что первоначально, в той же Германии, и не было никакой идеи их интеграции. Известно высказывание канцлера Коля, который говорил о турках: какая может быть интеграция? Мы не допустим никакой интеграции. Они приезжают на время, они здесь работают, они уедут. Их называли гостарбайтеры. Эмилий Абрамович, 25 минут у нас на все. Да, хорошо, я завершаю. Короче говоря, я не буду приводить больше дополнительных. Я думаю, что картина маслом нарисована и проблемы обрисованы. А выходы? Какие выходы? А выходы дает та же я из числа людей, которые полагают, что все-таки практика критерий истины. И все-таки мы можем научиться чему-то из практики. Так вот, помимо Европы, в которой в силу целого ряда причин определенная замкнутость и не было интересов, и было, до сих пор сохраняется определенное под видом гуманности, нежелания, так сказать, вторгаться в чужую жизнь, в общем-то пренебрежение. А с ими так сойдет. А вот есть другие сообщества, я назову их в порядке возрастания ориентации на интегрированность. Но в середине этой таблицы будет Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, в которых, во-первых, всегда существовало меньше гонору по поводу, ну, скажем, в Британии ты не можешь занять какую-то должность, если ты не оксбриджский. Ну и в последнее время уже разрешено и другим вузам, но во всяком случае качественный английский язык – это абсолютное условие для дальнейшего продвижения. А в Америке я легко отличаю, я, не будучи большим специалистом по английскому языку, легко отличаю американский китайский, американский индийский и другие языки, потому что им нам наплевать. Ты можешь с таким американско-китайским, американско-индийским английским быть и сенатором, и лоером, и даже работать на телевидении. И это одно из обстоятельств. Второе. Очень жесткие условия гражданской интеграции. При всех
политкорректности и так далее. Конечно, бывает и на старуху про руку, но представить себе ситуацию, о какой рассказывала Светлана Алексеевна, о том, что она говорит, они насильно выдают 13-летнюю девушку замуж. Она говорит это властям, и они не обращают внимания, это их внутреннее дело. В Америке это невозможно. Не только эксперт, но и какой-нибудь сосед стукнет в некие органы ювенальной юстиции, и разбирательство будет неизбежно. И решение будет, скорее всего, в пользу молодого человека. То есть существуют значительные нормы. Второе. Ты, конечно, можешь в Америке жить на Брайтон-Бич или в Чайна-таун. И до конца жизни говорить либо на китайском, либо на русско-еврейском языке в этом замкнутом сообществе. Но если ты хочешь продвигаться по службе, если ты хочешь делать карьеру, то тебе непременно придется изучить английский язык, и некие правовые нормы. И это стимулирует. И третье. Существует огромная программа специальной интеграции. Давно было известно, что если в испанском районе нет полицейских испанцев, или испаноязычных, если в китайском районе нет китайских полицейских, то этот полицейский участок работать не будет. После террористических актов, замечу вам, в Америке террористические акты устроили пришлые. Тамошние исламские общины, а исламская община в Америке третья по численности среди религиозных общин, не проявила себя в качестве агрессивного, настроенного на терроризм явления. Но, тем не менее, после этого возникла программа включения представителей ислама во все советы при региональных, местных, локальных органах по defense, по предупреждению преступности, по предупреждению террориста. И они активно содействуют, они активно помогают. Они в значительной мере больше, чем государство, обеспечивают тот самый устойчивый мир и так далее. Есть программа джентрификации, при которой не допускается, или во всяком случае существуют механизмы разжижения однорасовых, однорелигиозных кварталов, которые, так сказать, изменяют условия вот этой вот локальной замкнутости. Но есть высший уровень, есть высший пилотаж, на мой взгляд, с точки зрения интегрированности, и его демонстрирует Латинская Америка. Латинская Америка — единственная часть мира, в которой в государствах пока не были замечены, ну, во всяком случае, бытовые, возможно, и бывают, но чего-нибудь такого, чтобы стало бы более-не-менее похоже, я знаю, на... Ну, я не вспомню там Кондопогу, например. Ничего похожего на всем континенте не наблюдалось. В значительной мере потому, что там формируется, ну что такое это чилийская нация, ну что такое это эквадорская, аргентинская, мексиканская, это же чистый конструкт. Но тем не менее, это работающий, значит, механизм, при котором ценность и идентичность в качестве гражданина Аргентины, Чили или там Парагвая оказывается более значимой, чем идентичность твоя этническая, религиозная и всякая другая. При этом она не забывается. Короче говоря, я полагаю, тема моего выступления называется «Нация от забвения к возрождению». Я частично слямзил это название с книги философа Хюбнера, книги очень известной, которую я вам советую прочитать, которая так и называлась «Нация от забвения к возрождению». Ив Лякост написал книгу «Вива нация». Происходит изменение. Выдающиеся умы современности сегодня осознают, что тот поворот, то движение в сторону постмодернизма, отказа от модернизации, отказа от идеи нации, отказа от многих важных достижений
человеческой мысли, которые привели к демократизации, они оказались опасны. И это не новое явление. Но та же Библия, она вся построена на том, что Бог, несмотря на то, что Он вроде бы как и всемогущий, Он не дает некой путеводной нити каждому человеку. Человечество все время заблуждается, все время впадает в ереси. Вот уж привел Моисей, 30 лет водил всех, кто был связан с рабством, вроде бы как исчезли. Стоило ему подняться на священную гору, а опять забаловали и начали молиться золотому тельцу. То есть речь идет о том, что человечество жить иначе не может, как только постигая мир методом проб и ошибок. И в тех обществах, где существует конкуренция идей, я уверен, есть возможность выбрать наиболее эффективную для данного места. И если было достаточное время для того, чтобы показать, что вот этот некий reverse wave, обратное движение, обратная волна оказалась вредной, то есть возможность выбора. Все зависит от того, насколько данное общество позволяет отбирать конкурентные явления, насколько в нем развита возможность политической, идейной, философской и прочей конкуренции. Все, спасибо, извините, если я был... Спасибо. Да, про время. У нас 15 минут. Время на реплики и вопросы. И вот чтобы понять, как мы это выстроим, поднимите руку, кто-то хочет спросить или сказать. А вот и хорошо. Раз. И нет никого. 2, 3, 4. 4 выступающих. Больше нет желающих, да? Хорошо. Все, тогда 4 вопроса и нужна будет реакция. Не нужна будет? Может, лучше с вопросов? Да, у кого вопрос есть? Именно вопрос? Да. Меня зовут Коля, я из Подмосковья, из молодежного правозащитного движения. Я хотел уточнить, вы говорили про проблемы, которые возникают в микросообществах, когда государство начинает дробиться на отдельные регионы. А вы можете подробнее про это сказать, потому что правда интересно. Это может быть не вопрос, это скорее именно пожелание. 3 минуты. Нет, понимаете, подробно рассказать про 2 минуты, если я не смог подробно рассказать за 45, это задача невыполнимая. Это задача найти земной шар, который будет по объему больше существующего. Но мы постоянно видим проблему атомизации, которая сегодня происходит. Я говорил о проблемах атомизации этнической и религиозной, но существует и проблема атомизации и замкнутости территориальной, проблема разобщенности семейной и индивидуальной. Я готов вам, Коля, вот после окончания привести кучу всяких примеров, но кратко вот это сделать для всего сообщества мне будет сложно. Мне дают очень мало времени. Да. Вопрос или высказывание? Высказывание или вопрос? Вопрос. Александр Щиглев, насколько я понял, вы положительно оцениваете такое явление, как миграцию. А я вот хочу поставить вопрос по-другому. А зачем вообще нам нужны мигранты? Вот вчера молодой человек пытался на ту же тему возразить. Его тут же привесили ярлык, что он расист, тут же обозвали ксенофобом. Так вот, если ко мне в дом придут и скажут, посели к себе семью сирийцев, обеспечим питание, работу, нормальное проживание и интегрируй их, иначе ты нацист и фашист, я скажу, хорошо, я нацист и фашист, но мне этой семьи не надо. Вот зачем нам нужны вообще вот эта миграция? У них есть своя страна, есть своя Сирия. Пусть Сирия с ними разбирается. Наше дело гуманитарная помощь, будем помогать. Надо побомбить, побомбили. Надо привезти. Надо продукты, концерты устроили. Но не надо нам от них никаких мигрантов. А вопрос-то в чем? Зачем нам вообще нужна политика мигрантов? Они нам просто поставить занавес, нам не нужны мигранты. Понятно, понятно.
Понятно, а зачем нам эта гроза? Ну на кой черт она нам нужна? Лучше бы на воздухе провели. А заморозки, а комары? Нужны ли вам комары, которые вас искусают и так далее? Вы живете в таком месте, в таком мире, в котором существуют огромные проблемы, и от того, что вы не примете сирийцев, им на это начхать. Они все равно тысячами, миллионами будут уходить из этих мест. И если они будут уходить, то они будут искать, если их не будут принимать в тех местах, где кормят лучше, где не только умеют бомбить, но дает еще и какой-то приют, то они пойдут и туда, где есть такие люди, как вы. И дело не в том, как вас назвать. Это совершенно не важно. Я еще раз вам говорю, этот вопрос вообще надо было задать тем людям, которые вчера говорили об убежище. Я-то говорил о совсем другом. О том, что есть проблема, от которой нельзя отмахнуться, как от комаров. Вы можете только придумать либо мазилку, либо закрыться, а комаров вы ликвидировать не можете. Иммиграцию вы ликвидировать не можете. Даже если скажете, они нам совершенно не нужны. Вот. Но дело в том, что я даже не буду вам рассказывать, это огромная задача, почему они приходят, почему их так много, при том, что в нашем правительстве и у нашей элите преобладают люди, как вы. То есть, и я их никак не называю, но у нас сегодня и в телевидении, и на радио, и в высших слоях преобладают люди, которым это вовсе не нужно. Да, но они, тем не менее, нарастают и будут приходить. Слава Богу или не слава Богу, но этот процесс будет происходить. Дальше, когда вы выходите и видите, что некому чистить улицы, нет дворников, нет землекопов. Недавно мы хоронили нашего друга. Кто яму копал? Из Сыктывкара приехали люди? Нет, из Таджикистана. Кто сегодня мастит всю развалившуюся Москву? Вы говорите, вам не нужно, но не от вас зависит этот приток. Так что это разговор пустой. Не в том дело, зачем нам болячки. Не совсем нам не нужны болячки. Про то, как их лечить. Я говорил о том, как лечить эту проблему, какой может быть подход к тому, чтобы сделать ее не такой болезненной. А вы говорите о том, что нам не нужен грипп. Ну, не нужен, конечно. Спасибо, да, не будем продолжать. Надежда Гавриловна, у меня такой вопрос, который давно меня мучает. Вот есть дилемма такая. С одной стороны, да, атомизированность общества, нужна какая-то национальная идея, возможно, идея нации. А с другой стороны, всегда есть риск, что вот это подавленное желание, оно там в конечном счете в правопопулизм скатится, там в Третий рейх. И как это бьется с идеей прав человека, которая, в принципе, вот космополитична, она как бы гласит, что права человека важнее, чем права какой-то общности, там, семьи, нации, или как мы это сформулируем. И вот у меня нет ответа на этот вопрос. Понятно, как вы разрешаете эту дилемму? У меня есть ответ на этот вопрос. Я считаю, что это выдуманные, абсолютно ложные альтернативы. Потому что невозможно создать права человека без законов. Законы не могут быть абстрактными. Сегодня не может быть одного закона и для Китая, и для Индии, и для Парагвая, и для России. Значит, коль скоро существует необходимость некого установления дальше, никаких прав человека не может быть без демократии. Опять же, демократия тоже пока не бывает всемирной. Она тоже реализуется. Если вам наплевать на то, что здесь происходит, а вы живете в абстрактном мире, всемирном халифате, всемирного, то да, конечно, наплевать. А если вы живете в этой стране, то вам нужно ходить на выборы и думать о том, чтобы вот как этой стране было лучше. Пока вы не думаете о том, как этой стране будет лучше, вы создаете условия для правого, левого, бокового, зеленого, желтого, полосатого популизма. То есть популизм происходит вовсе не от идеи гражданской нации, от полного отсутствия гражданских представлений, от полного отсутствия вообще закона, если хотите. То есть это вымышленные противопоставления. Еще раз говорю, они были вымышлены изначально, от Диогена. А сегодня вот их тиражируют, их повторяют и видят опасности в том, откуда они не исходят. Поэтому очень важны
помимо благих идей, красивых пожеланий, разговоров о всемирных ценностях и так далее, некие конкретные восхождения конкретного. Вот к чему я призываю всякий раз, в том числе и в этих условиях. То есть я не вижу перспектив, чтобы от гражданской нации появился какой-то... Я не вижу никакой связи, и нет ни одного примера, который бы могли бы появиться. Но я вижу, как в условиях, когда нету идеи гражданства, я вижу, как в условиях самодержавия появляются различные формы мракобесия, в том числе левый и правый популизм. Вот это заметно. Спасибо. Да, Андрей Юров, Аю, из Тифни, который. Я, конечно, не только не являюсь противником идеи гражданской нации, я прекрасно понимаю, что пока не возникнет на любой территории сообщества, скажем так, ответственных и осознанных граждан, наверное, мало что хорошее на этих территориях происходить будет. Вне всякого сомнения. Я лишь хочу посмотреть на, как сказал Эмиль, нарративы, то есть какие-то идеи, которые сейчас достаточно популярны в мире, в Европе. Вот я, например, наблюдаю очень много за молодежными движениями в Европе. Я могу сказать, что самая пассионарная, самая притягательная молодежная группа в Европе, вот которая действительно прям вот пассионарна, к ней люди стремятся в нее вступить, они интересны. Это люди, которые вот просто, действительно являются лидерами. Кто это? В Европе. Мы. Нет, молодые исламисты. И они опережают правых примерно в 3-4 раза. На втором месте идут нацики. Молодые ультраправые. Да, то есть мы видим нарратив общемировой исламский. Второй нарратив по притягательности — это правый. И с колоссальным отставанием дальше идет ультралевый. То есть анархисты, троцкисты и так далее. Все остальное, либерально-гражданско-демократическое, вот я сейчас скажу молодежным языком, как мне это говорят, все остальное унылое говно. Никому не интересны молодые либералы и демократы. Они унылы. Это юные такие будущие самые брюссельские бюрократы, которые никого не притягивают. Это плохо. Это плохо. Но это так. И я лишь хотел сказать о том, что, возможно, кроме идеи территориальных гражданских сообществ и гражданских наций, нам все-таки нужны альтернативные, другие, которые бы противостояли вот этим деструктивным, общегражданские, интернациональные, солидарные нарративы. И мы видим, что они развиваются. Сообщество экологов, как интернациональное сообщество. Не знаю, сообщество там какие-нибудь фем-движения, ЛГБТ-движения, правозащитные движения. Самые разные. И я вижу, что именно они тоже создают важнейший нарратив, который как раз противостоит, с одной стороны, радикально-религиозным, разным нарративам, интернациональным, и с другой стороны, правым, которые полностью основаны не на идее все-таки гражданской нации, а скорее на идее крови и почвы. Нет никакой противоречия между тем, что вы говорите. За исключением одного они унылые и скучны. Это именно о том, что я говорил. Дело в том, что после 10 лет полного забвения, при отсутствии ярких лидеров, ведь только сейчас появляется, вот только сейчас появился Пол Коллер, только сейчас к этому присоединился Патнем. То есть нужны же имена, нужны личности, нужны звезды, которые могут повести. А если эта идея была забвения, если она подвергается все время сомнению, прежде всего и с точки зрения наших, леволиберальных, вроде бы из одного лагеря, но они ведь больше других разрушают эту идею, больше других разрушают. Значит, в принципе, она должна получить развитие, она должна получить имена, она должна получить, значит, ярких представителей и новые яркие формы. И второе, нет ровным счетом никакого противоречия между гражданским развитием внутри страны и международными сетевыми интернациональными движениями. Они не с неба приходят, эти интернациональные, они не с Марса приходят. Если они не рождаются в определенных сообществах, если они не будут рождаться в России, то где они будут рождаться?
То есть, пока вы не создадите условия определенной демократизации и гражданизации в каждой стране, вы не можете рассчитывать на то, что у вас появятся действительно зрелые, образованные и эффективные защитники идеи мировой гражданской солидарности. Вот мое мнение. Так, у нас осталось 2 минуты, и поэтому вот можем еще один вопрос. Вот последний сам. Меня зовут Ольга, я хотела бы вот поговорить все-таки о нации, которая в России. Да, есть ли нация в России? Ну вот советский народ сформировался в результате Великой Отечественной войны, можно так сказать. Когда создается новая Россия, Ельцин предлагает новое понятие – это россияне. На самом деле сегодня, как многие ученые говорят, у нас 7 Россий, по крайней мере, на территории России. То есть разные культуры, разные религии и так далее. Когда-нибудь ли мы достигнем того, что у нас будет эта Россия едина, и будет ли единая российская нация? Понятный вопрос. Только слово «россияне» лет так за 200 до Ельцина использовали великие писатели, и это слово известное. Нации в России никогда не было. Были этнические сообщества, которые себя так называли, а гражданской нации не было, потому что не было и гражданства. Более того, если говорить с точки зрения термина Фуко, то и общества никакого нет, а есть население. Вот. Население не формирует нации, следовательно, его и нет. Более того, исследование, которое провел Левада-центр, показывает, что с 90-х годов в России наблюдается мощная дегражданизация. Доля людей, которые считают, что нужно воздействовать на государство, уменьшилась на треть с 90-х годов. Доля людей, которые считают, что они хоть как-то влияет на государство, составляет меньше трети. То есть до 88% в определенные годы людей отвечает на вопрос, что они никак не влияют на государство. К сожалению, пока они думают, что и не надо. Что добрый царь, добрый вождь, умный властитель обеспечит нам счастливое детство. Пока так думают, что нам кто-то обеспечит счастливое детство, или мы за счет некого сетевого ресурса, нам кто-то там поможет извне. Так оно и будет. И даже баркемпы не помогут. Но баркемпы нужны для того, чтобы сказать, что россияне слово не новое, и другие просветительские миссии, так сказать, провести. Для того, чтобы каким-то образом показать, что мы можем хоть как-то сплачиваться даже за рюмкой чая. И для того, чтобы в конце концов осознать, что без вас лично ничего не произойдет. Вот пока мы будем рассуждать о том, когда у нас появится, она никогда и не появится, потому что ее никто не принесет, ни аист, она не рождается в процессе, так сказать, полового сближения. У нее есть другие законы, по которым они формируются, это прежде всего осознание того, что мы, народ, источник власти. Ничего другого пока не придумали. Вот пока этого осознания не будет, а оно осознание ведь только в действии, оно только в реальности, пока ты почувствуешь, что от тебя хоть что-то зависит. Вот когда это произойдет, я уверен, что это будет, то вот тогда будем говорить о том, через сколько лет мы будем фиксировать появление ростков. Ура!